Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какой мужчина часто думает о вас? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно, очень-очень интересно. Ну, во-первых, вы для этого мужчины вышли звездой. Видите, вот она, Стелла. Это вы. Его видение и его отношение к вам. Ну, звезда. Прекрасная, далекая, холодная и недоступная. Сразу хочу сказать, что с этим мужчиной либо у вас нет контакта, связи, да, постоянных разговоров, встреч, общения, либо между вами и этим мужчиной расстояние, причем у кого-то отыграется километры, а у кого-то отыграется вот прям статусность, да, статусность. Возможно, вы дама замужняя, пришли на мою отсыпку, думаете, а ну-ка, посмотрю, кто тут обо мне постоянно думает. Вот. И ваш этот тайный поклонник, зная, что вы дама замужняя, как любит вас издалека, подойти к вам не решается, боится. У кого-то наоборот отыграется, что вы свободная девушка, да, а он не свободен. Может быть, между вами даже какие-то различия там, в религии, в национальности, да, так тоже бывает. Но звезда, вы для него звезда, ослепили его своим сиянием. Он смотрит на вас, он думает о вас, и он мечтает только лишь о вас. Здесь, кстати, вышли и буквы. Вышла буква «Д» и буква «Л». У кого-то отыграется, что мужчину зовут на букву «Д», либо это его фамилия, либо имя, а у кого-то на букву «Л». Причем они, знаете, как вышли одна в одной. У кого-то, кстати, отыграется, что на «Д» зовут, на «Л» фамилия, либо наоборот, на «Л» зовут, на «Д» фамилия. Вот прям такую подсказочку дали. Так, еще по поводу этого мужчины. Но он вас где-то видит, он видит вас. Понимаете, у кого-то отыграется в соцсетях, он вас постоянно видит, наблюдает, там, рассматривает ваши фото. А у кого-то отыграется, что вы встречаетесь с этим человеком случайно, там, не знаю, в офисе, на учебе, может быть, там, на улице, в транспорте, в конце-то концов. Да? У этого человека есть визуальный контакт с вами. Визуальный. У кого-то даже отыграется, что вы, да, может, иногда там общаетесь, там, привет, как дела, либо просто здороваетесь, да, ну, потому что это прилично, там, вроде работаете в одном офисе, либо учитесь в одном университете, там, в одной группе. Так идет. Человек по вам сохнет, без преуменьшения, сохнет. Человек, знаете, как погибает. Долго вас не видит, чувствует, что все, силы заканчиваются, смысл жизни теряется, надо ее увидеть. Вас увидел, вот прям как ток по венам прошел, все, воспрял духом, вот она надежда, вот она мечта, вот она моя звезда, моя любовь. Прям как заряд энергии получает от вас. Так, еще по поводу этого человека. Этот человек вас рассмотрел не сразу, вот чтобы вы понимали. У этого человека была возможность с вами как-то сблизиться, сойтись, сблизиться. Может быть, даже вы с этим человеком на свидание ходили. Да? Вот пошли на свидание, вроде как-то все так пошло. Не туда, не так. Там, вам, может, что-то не понравилось. Он как-то там себя не проявил. Вот как не понял.
А потом дошло, да, либо со второго свидания, либо там со второй встречи, вот прям гром среди ясного неба. Господи, какая же она красивая. Как же я ее хочу. Ой. И что мне теперь с этим делать? Да? Вот как имел возможность, но потерял возможность. И себя он простить не может. Не может. Вот он, когда о вас думает, всегда заканчивает тем, что начинает себя истязать. Ругать, истязать, обзывать последними словами, что я вот такой тупой, дурной, не использовал эту возможность. А теперь, знаете, как считают, что новые возможности либо ждать надо, либо должно какое-то время пройти. Так идет. С этим человеком у вас не было отношений, по крайней мере, постель вы точно не делили. Может быть, там пару раз на свидания ходили, либо в одной компании встречались, либо вы действительно, периодически киваете друг другу, да, в конце-то концов здороваетесь. Но так, чтобы прям встречаться, жить вместе, спать вместе, нет, такого у вас с ним не было. А он, кстати, этого очень хочет. Ой, как хочет, ой, как хочет. Знаете, он вас даже не в любовнице хочет, он вас в жены хочет. В жены, понимаете, насколько человек вас рассмотрел, да, полюбил в жены, говорит, вот хочу целиком и полностью, вы что, прям моя и ничья больше. У этого человека очень, кстати, скрытный характер. Вот он таким родился. Знаете, есть такие дети активные, там, говорливые, открытые всему, а есть такие тихушники, да, который там сам себе сидит в уголочке, ни с кем не общается. Вот он из таких людей, из такого замеса. Кстати, очень умный, очень умный. У него, не знаю, он какой-то технарь, скорее всего. Что там у нас? IT, всякие там преподаватели, там, математики. Такой, знаете, продуманный дядька. Вот насколько он умный в технологиях, в технике, в математике, в цифрах, да, настолько он беспомощный в обычной жизни, либо в романтических отношениях. Сложно говорить, сложно высказывать свои ощущения, мысли, как стесняется и очень переживает, боится быть непонятым, либо высмеянным. Вообще для него это ужас, да, если кто-то посмеется. Даже если просто, да, покритикуют ради шутки, это же для него все конец. Он понимает, что люди шутят, но настолько болезненно это все воспринимают, что просто ужас. Знаете, это такой человек, который будет любить, страдать до последнего, но не подойдет, боясь, что его отвергнут. С одной стороны, конечно, звучит не очень. Согласитесь, кто захочет такого нудного человека, который боится слова сказать, да, просто там ходит, как эта собачка, грустным взглядом смотрит. А с другой стороны, девочки, он очень верный и преданный. Вот если он вам доверится, если он перед вами откроется, все, считайте, что он ваш навеки. Причем целиком и полностью, со всеми своими потрошками. Сложно. Вот с таким человеком сложно отношения начинать. Вот именно начинать. Потом, конечно, все наладится. А вот начинать очень сложно. Плюс еще я вижу у этого человека какую-то сильнейшую зависимость от родителей. Родители, его родители, мама, папа, не знаю, там мама, бабушка, может быть, там бабушка, дедушка. Вот два человека и в возрасте, и они вот прям, как родственники идут, да, связаны узами. Сильнейшая зависимость. Человек, скорее всего, уже им все рассказал про вас, да, что вот есть девушка-звезда, и я такой влюбленный, и боже, что мне делать? Они ему советы дают, да, причем советы идиотские, извините за слово, что в левой стороне, и все их советы ведут лишь только к тому, что отдаляют его от вас. Вот так идет. Знаете, что я вам скажу? Девочки, доверьтесь судьбе. Знаете, идет такое ощущение, стойкое ощущение, что любовь этого мужчины должна созреть.
Вот именно созреть, дойти до пика, когда он уже, ну вот прям вырвет это свое сердце из груди и вот на трясущихся ногах принесет к вам. Вот довести его до такого состояния, что вот не могу, все. Вот без нее никак. Вот либо с ней, либо вообще никак. Вот только в таком состоянии он и признается, и возможны отношения. Еще по поводу этого мужчины. У мужчины прекрасное будущее, у мужчины прекрасная карьера, и у мужчины, ну, знаете, как знаки богатого человека. Причем не просто богатого, а очень богатого. Да, если там миллионер, то долларовый, допустим, да, либо там какой евровый, и там еще деньги дорогие есть. Если бизнесмен, то прям там целая сеть у него, там бизнес-сеть идет. Он многого в жизни добьется. Причем вот чем старше он будет становиться, тем больше денег к нему будет приходить, больше возможностей перед ним будут открываться. И он, вот кого он будет любить, кто рядом с ним будет, женщина, да, может, вы будете, он никогда не будет жадничать, он будет давать все самое лучшее. Знаете, как от себя может даже отрывать и вам отдавать, да, любимой женщине, по крайней мере. Но сразу хочу предупредить, сложный человек, сложный. Вот начало отношений, я уже сказала, да, вот сложно его разговорить, сложно с ним начать отношения. Если отношения начнутся, все замечательно. Ну, кроме, конечно, от родителей. Ну, там тоже, я думаю, можно порешать. Мудрая женщина знает, как решить такой вопрос. Тем более, говорите, тут у вас не только ведь любовь, тут у вас еще и страсти, да. Же мечтает о вас как страстно, как он горит к вам. Двойки рисует, но он только вас в пару хочет, не в любовнице, в пару. Но и как женщину он тоже вас страстно желает. Девушки, кто замужем, зашел на мою отсыпку, кто пришел искусить свою судьбу. Смотрите, вы замужем, пока вы замужем, он будет вас, ну не знаю, всю жизнь любить и так и не признается, не откроется, пока вы замужем. Если вдруг у вас что-то в семейном положении поменяется, и он об этом узнает, а он точно об этом узнает, потому что он за вами следит, сразу же мужчина начнет активизироваться. Пусть не ярко, но тем не менее он будет ходить вокруг вас, он будет там как-то попадаться вам все время на глаза, и тут уже дело за вами. Если нравится, ну, делаем вот такой жест, да, и он сразу подходит. А если нет, ну, как говорится, перед вами он целое еще поле мужиков будет. Девушки, кто свободные? Буквально, вот мне показали 2 периода, это могут быть 2 недели, у кого-то даже 2 дня, у кого-то 2 недели, у кого-то 2 месяца. Мужчина, просто изнемогая от страсти, от любви, от тоски, начнет за вами вот именно ходить, хвостиком ходить, опять же, попадаться на глаза. Если он видит, либо знает, что вам нужна помощь, он прям будет прибегать, он будет себя предлагать. Вот давай я там что-нибудь тебе сделаю, помогу, как-нибудь там проявлюсь в твою сторону. Если нравится, если есть эмпатия, девочки, надо брать. Надо брать, потому что мужчина очень перспективный, семьянин, смотрите, богатеньким станет, не просто миллионером станет, я серьезно говорю, вот прям все показано. Вот. Хотите счастливой, спокойной, обеспеченной жизни? Вот, пожалуйста, прекрасный кандидат. Прекраснейший. Прекраснейший. Девушки, кто постарше, женщины, кто постарше, у вас немножко по-другому отыграется. У вас отыграется, что он привязан, скорее всего, к своим детям. Да, 2 детей, либо, например, дочка и там, зять, либо сын и невестка. Потому что 2. И он их слушает. Они желают ему счастья. Но, не знаю, глупые советы дают. Вот просто глупые. Мужчина, он уже, как знаете, состоявшийся идет. Но у него еще впереди, да, даже если он уже возрастной, впереди у него есть возможность, не знаю, там, утроить, там, помножить на 10, а может и на 100, да, свои доходы. И он этой возможностью воспользуется. 100% воспользуется. Дети, например, не будут помехой, потому что не хотят, чтобы он был счастливый.
Просто они не знают, как правильно ему помочь, подсказать. Почему он не подходит? Скорее всего, потому что он, опять же, наводит справки про вас. И плюс, может быть, он, допустим, недавно овдовел, да, и он думает, это же неприлично, да, что люди скажут. Вот. Опять же, могут быть еще моменты, с вашей стороны, может быть, у вас там тоже семья большая, он там думает, а как ее дети меня примут, да? Может, вы действительно замужем находитесь, может, не живете вы вместе, да, но официально еще числитесь как замужняя. Но он все равно себя раскроет, обязательно раскроет. Звезда, Господи, вы сводите его с ума, что тут сказать? У вас, кстати, еще один персонаж на горизонте. Человек, который, знаете, как мне выходит, да? То есть 2 тройки идут. Скорее всего, человек сразу думает о 2 женщинах, о вас и еще о какой-то женщине. То есть он как на выборе стоит, к вам повернуться, либо к той другой женщине. С вашей стороны, вернее, вы для него, райская птичка, а та, домашняя курица. Вот. И вот он оценивает ситуацию критически, говорит, да, способен ли я поймать и удержать в своих руках райскую птичку, либо мой лимит – это домашняя курица. Так мне еще идет. Немножко, конечно, хитренький, да, старается не прогадать, но тем не менее, все-таки влечение к вам, ваша вот женская красота, сексапил, харизма возьмет верх, вот проявится, девочки, проявится. И, кстати, этот мужчина вам больше будет симпатичен, на лицо симпатичен, либо он более такой общительный, да, вам проще будет выстраивать отношения. То есть у вас выбор идет, выбор, у вас еще выбор будет между 2 мужчин. Думает, мужчина вообще о вас думает. Кстати, не только мужчина, женщины о вас думают. Женщина, вы взрываете мозг, потому что они просто в шоке. Какая вы и умная, и красивая, и как вы, как говорится, по жизни идете с улыбкой на лице, хотя жизнь у вас непростая. Да, тут и завистницы есть, и те, кто вами действительно восхищается. А мужчинам вы очень нравитесь. Вот сколько бы вам лет не было, вы очень нравитесь. Нравитесь как женщина, нравитесь фигурой, лицом. Голос у вас очаровательный. Нравитесь, нравились, нравитесь и будете нравиться. То есть тут уже никуда не деться. Вы какая-то необычная, вот честное слово. Не зря ж вас звездой показали. Так, давайте я вам еще на оракуле посмотрю совет. Просто совет для моих дорогих зрительниц, кто зашел на эту отсыпку. Мы не привязываемся к теме, просто совет. Вот хочется мне для вас взять совет. Я не вижу у вас проблем с мужчинами, я лишь вижу проблемы у вас, когда вы в плохом настроении, либо в проблемах, вы просто не замечаете мужчин. Это точно. А то, что вами интересуется, так это 100%. Так, совет для вас. Совет хороший, мне нравится. Смотрите, видите, то, что я сказала, когда у вас проблемы, вы как вот эта прекрасная бабочка, как в клеточке сидите, да, отпустите себя. Проблемы, они ж никуда не денутся. Господи, что себя хоронить под этими проблемами? Живите. Жизнь, она ведь скоротечна. Живите здесь и сейчас. Проблемы ваши порешаются. Вы умная. Вы смелая, вы не такие проблемы решали. Да? Вам нужно больше обращать внимание на себя, на свои желания, на свои какие-то хотелки. Да? Позвольте себе, хоть глоточек счастья, хотя бы раз в день. Вот понимаете, делать то, что вам приятно, то, что вам хорошо. Так, следующий момент. Роковая женщина. Как там говорят? Огонь, огонь, живой огонь. Это вы. Позвольте себе быть той, кем вы рождены. Не бойтесь вы этих мужиков, не бойтесь быть красивой, не бойтесь показывать себя, не бойтесь быть естественной. Ведь именно ваша естественность производит такое неизгладимое впечатление, да? Зажигает, заводит и сводит с ума. Смотрите, сколько бабочек летает вокруг этих лампочек. Да?
Тут и не только бабочки, какие-то мухи, стрекозы. В общем, весь этот насекомый, да, мир насекомых, еще и колибри летает. Слушайте, ну сколько мужиков погубила? Боже мой, роковая женщина. Ай-яй-яй-яй, а вы не знаете. Потому что отвернулись от своего внутреннего света. Я же говорю, не замечаете. Там мужики слюни пускают на вас, а вы не замечаете. Так, ну и последний момент. Верь в себя. Верь в себя, позволь себе свободу. Знай, что ты пройдешь по этому канату. Бояться тебе нечего. Все страхи у тебя лишь в голове. Легкая, красивая, привлекательная, страстная. Отпустите себя. Дайте себе возможность жить полной жизнью. И вы удивитесь, насколько ярко заиграет ваша жизнь. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.